Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Элайф, и сегодня мы с вами погадаем на любовные отношения. Давайте посмотрим на Таро путешествие. Это вот такая вот замечательная колода. Что загаданному человеку в вас нравится и что не нравится. Сейчас, одну секунду. Так, у нас с вами будет 3 позиции. Видео всегда актуальный момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, и значит, оно актуально для вас прямо сейчас. Итак, что загаданному человеку, тема любовная, да, в вас нравится и что не нравится. Итак, достаем 3 карты. Первая карта будет показывать ваши чувства к загаданному человеку на сегодняшний день. Именно по ней вы будете ориентироваться, правильно ли вы выбрали позицию. Итак, первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции, остальные я убираю в сторону. Итак, ой, неправильно, вот так кладу. Итак, ваши чувства к загаданному человеку – это карта правосудия. На сегодняшний день вы его за что-то осуждаете. И получается так, что этот человек сейчас находится под вашим справедливым судом. Да, и сразу говорю, что этот человек в чем-то совершенно не прав. И между вами, скорее всего, какая-то строгая ситуация на весах, да, как поступить, как определиться сейчас с отношениями, вы не знаете, какой вердикт вынести этому загаданному человеку. Карта правосудия – строгая карта. Вы к нему относитесь довольно холодно, возможно, и хотите его за что-то отчитать на сегодняшний день. Хорошо, давайте посмотрим, что ему в вас нравится и что не нравится. Но перед этим я тоже хочу узнать и его чувства к вам. Итак, смотрим. Его чувства к вам. Его чувства к вам на сегодня 5 кубков. Вы знаете, этот человек очень... Ой, ваша карта улетела. Этот человек мучается чувством вины по отношению к вам. Он раскаивается, скорее всего, о своей какой-то ошибке. То есть он совершил в вашу сторону плохой поступок. И он очень раскаивается в этом плохом поступке. Я вам честно говорю, то есть вот эта карта, она показывает, что он испытывает чувство вины. Он разочарован в себе самом. И представляете, вот вы его осуждаете, а он переживает. То есть все-таки есть у него к вам чувства, да, то есть по 5 кубков очень много эмоций, но он переживает. Хорошо, смотрим, что ему в вас нравится. Сначала, что нравится, да. Итак, вышла карта Шут. Шут говорит о том, что ему в вас нравится легкость, непосредственность. Вот как будто бы вы умеете в жизни отправиться в приключения, рискнуть. Вы на самом деле такой счастливый человек, всегда молодой душой. И может быть вам, хоть сколько лет, может вы и правда молодая девушка или молодой парень, но может быть вы уже человек довольно в почтенном возрасте, но в душе он чувствует, что вы человек очень-очень молодой. И его это безумно привлекает к вам. Шут – это умение веселиться, умение отправиться в путешествие, приключение в любое, умение развеселить других людей и быть беспечным, в чем-то не обращать внимания на проблемы, на трудности. Может быть, поэтому человек и смог вас как-то разочаровать в жизни, да, потому что долгое время вы не показывали, что есть какие-то проблемы между вами. Может быть, вы закрывали на них глаза. И человек это привлекало, да, что вы такой вот непосредственный, наивный, приятный, добрый человек, который многое прощает в жизни или не обращает внимания на недочеты. И я считаю, что, значит, вы и правда очень добрый и прекрасный человек. Возможно, чуть-чуть похожий в душе на ребенка. И также, карта может показывать, что он увлекается вами вот именно как человеком талантливым.
Может быть, вы гениальная, действительно одаренная личность, да, которая творческая такая личность, и он в вас вот нашел это творчество и восхищается вашими талантами. Хорошо, смотрим, а что ему в вас не нравится? Сейчас узнаем. Что же ему в вас не нравится? Итак, ему не нравится 4 пентаклей. Вы знаете, 4 пентаклей показывает человека прижимистого немножко. То есть иногда вы как будто бы свои какие-то ресурсы решаете не отдавать. Ну, допустим, вы были легки на подъем, приятные, все хорошо, и вдруг вы раз и ничего не хотите и не открываетесь. Вот как в ракушечку в такую спрятались, да, я берегу свою энергию, я ее никому не отдам. Теперь я другой человек, то есть вы раз и поменялись. А человек не понимает, а почему вы так поменялись? Почему вы держитесь за свою энергию, за свои пентакли, да? За свою жизненную энергию? И он не понимает, что он всю эту энергию уже давно выпил из вас. Что ее не может быть беспредельное количество этой энергии. Конечно, получается так, что его это расстраивает, что он не может больше потреблять энергию, да, вашу. И он начинает говорить, что вот ему что-то не понравилось. Он может даже критиковать вас из-за этого. Хотя на самом деле не бывает неисчерпаемых людей, да, или какой-то, бесконечной любви. Бесконечная любовь бывает у Бога к нам всем. Но на самом деле, когда мы любим, хочется и получать, и отдавать. А когда вы видите, что вы не все получаете от человека, вы начинаете и свою энергию беречь, правильно? И вот ему это не нравится. Он считает вас сразу же прижимистым человеком. Хорошо. И также 4 пентаклей, она может показывать кого-то, кто верил в себя, да? Долгое время верил в себя по шуту, а потом раз и перестал. Перестал себе верить, сказал, в жизни у всего есть потолок, предел. Выше головы я не прыгну, выше вот этой ступеньки не поднимусь. Конечно, ему этот пессимизм мог в какой-то момент вас не понравиться. Такой вот интересный ответ сегодня. Мы перейдем к позиции номер 2. Вы ощущаете к нему чувство, да, к вашему загадному человеку, отшельник. Чувство по отшельнику – это карта, показывающая такую, как и духовную близость с одной стороны, да, что вы его духовно, возможно, любите, а с другой стороны вы тяготитесь этими чувствами. Вы бы хотели быть свободными от этих чувств. Вообще вы человек в душе, желающий духовного роста, развития, что-то познать, и, конечно, от любви вы хотели бы быть свободны. То есть вы бы не хотели зависимых отношений. И вы из-за этого можете переживать, что у вас есть чувство к этому человеку, но вы бы не хотели зависеть от него. И сегодня вы, скорее всего, отрицаете свою любовь к этому человеку и привязанность. Вот так вышло, что вы отрицаете эти чувства. Если вы чувствуете единение с этой картой, отшельник, да, чувство одиночества, отделенности от загадного человека, чувство, что вы бы хотели освободиться от любви к нему, то эта карта явно ваша, вторая позиция явно ваша. Хорошо, давайте посмотрим, а что он к вам чувствует. Все равно нужно знать. Давайте узнаем. Что же он к вам чувствует? Итак, я вижу карту «Мир». Вы знаете, мир говорит всегда о том, что человек вас любит. И он имеет итог этой любви. Это духовная, тоже глубокая любовь. То есть здесь как будто бы две половинки встретились. Смотрите, какие гармоничные карты. Две половинки встретились. Да, вы можете отрицать к нему свои чувства, но он тоже вас любит. И у него есть такой момент итога. Он сейчас подводит итоги между вами и им. На сегодняшний день это так. И он знает, что либо вы выйдете на следующий уровень, либо все останется уже в прошлом. Ему от этого может быть печально, но его любовь, он знает, что от этого не пройдет. У него к вам духовная эта платоническая любовь. И он считает, что у вас очень крепкий союз на долгие годы. Даже если вы расстанетесь, вы останетесь, мол, в этом союзе. Вот он так это ощущает. Хорошо, давайте посмотрим, что ему у вас нравится и что не нравится. Что ему у вас нравится?
Вышла карта звезда. Видите, у вас 3 старших аркана уже выпало в раскладе. Это значит очень важное для вас отношение. Кармические отношения, скорее всего. Представляете? То есть вы загадали, может быть, даже отношения 2 половинок. И звезда говорит, что этот человек восхищается вами. Восхищается вашими талантами, внешностью, образом. Этот человек восхищается вашей историей, как вы встретились. Он знает, что вы звезда для него, непостижимая какая-то далекая звезда, которую и невозможно до конца постичь, но все-таки вы рядом. Все-таки он вас любит, он знает, что и вы его любите, понимаете? Вы можете его отрицать, вы можете его выгонять из своей жизни, но связь здесь очень сильная. И ему нравится в вас абсолютно все, на самом деле. Вот вы его звезда. Вы и есть человек, которым он больше всего в жизни восхищается. Хорошо, давайте посмотрим, а что ему у вас не нравится, что он не может принять. Паж жезлов, паж жезлов. Ну, вы знаете, он не может принять вот именно в этой колоде ваше одиночество. Он не может принять вашу некоторую наивность в каких-то вопросах, в чем-то вы... Ну, совершенно, вот будто бы есть области, в которых вы совершенно не хотите разбираться, и вы эти области просто передаете другим людям и говорите, ну, вот, допустим, я в компьютерах не разбираюсь и не хочу, вот так. Он это не может понять. Он считает, что нужно во всех местах там, да, интересоваться, хотя, скорее всего, вряд ли он делает то же самое, да, как думает о других. Ну, ваша уединенность, ваше какое-то внутреннее одиночество, его не совсем устраивает. Он бы хотел с вами больше, может быть, общаться, проводить время, больше контакта. Вот, ну такая позиция номер 2. А мы идем к 3-й позиции, и чувствам ваши к нему, это 7 пентаклей. Карта 7 пентаклей, она показывает, что вы сейчас от этого человека чего-то ждете. Вы вкладывали силы, энергию в эти отношения, и ждете результата. Вот правда, от своей вложенной энергии в эти отношения ждете результата. Вы чувствуете к нему притяжение, но и усталость. Вы потратили на него много энергии. Поэтому я бы сказала, что любовь есть, но она очень уставшая, растраченная любовь. Она может быть зрелая любовь, долгая любовь, но слишком израсходованная. В чем-то этот человек вам, если честно, поднадоел. И ждать от него тоже поднадоело. Хорошо, давайте посмотрим, а что он к вам чувствует. У вас явно идет колоссальный расход энергии на него. Что он к вам чувствует, давайте узнаем. Итак, у него 9 мечей. У него тоже очень много ушло энергии почему-то на отношения. Грусть, печаль, чувство вины. Очень много страхов, комплексов по поводу отношений, по поводу любви, по поводу своей жизни. Это глубоко раненый в душу человек. У него свои какие-то, скорее всего, из прошлого психологические травмы, детские травмы. Его исправлять очень сложно. Вы его пытались, скорее всего, лечить, спасти, да, его лечить душу, его лечить травмы, но ничего, скорее всего, не вышло, да. Так, ну, частично могло, но не все, конечно. И он сейчас мучается, он вас любит, но он мучается чувством вины и своими недостатками. У него очень много внутренних ограничений. Хорошо, давайте посмотрим, что ему у вас нравится, что не нравится. Сейчас узнаем, что ему у вас нравится. Солнце. Вы талантливый, творческий, яркий человек, каким он видит вас. А еще он видит вас красивым человеком. Внешность его ваша, и внешность ваша его привлекает. И этот человек считает, что вы невероятно притягательны, что вы как ясное солнышко. Когда вы куда-то заходите, это солнышко освещает все вокруг, и все люди притягиваются к вам, а не только он. Он считает на вас, противоположный пол, обращает очень пристальное внимание, и что вы всегда в центре внимания у противоположного пола. Он видит в вас эмоциональность, может быть, кокетство и немножко эгоизма. И творческое начало. То есть он знает, что вы либо хорошая актриса, либо хороший актер, или человек, который занят каким-то делом, которое ему предназначено по жизни, и что вы в этом деле просто настоящая солнечная звезда, да, сверкаете.
Он вами очень восхищается. Этот человек, вот по солнцу сразу понятно, он вас любит. Он считает вас, скорее всего, каким-то идеалом. Хорошо, а что ему у вас не нравится? Двойка пентаклей. Ну, непостоянство. Возможно, он считает, что вы часто меняете решения, что не во всем на вас можно положиться, что иногда вы очень переменчивы в настроении, что вы человек настроения. И, конечно, какая-то жизненная активность у вас присутствует, излишняя, как ему кажется. Ну, конечно, солнышко ясное, да? Конечно, много энергии. Но вы сейчас на него эту всю энергию истратили. Вы уже гораздо пассивнее. Но человек до сих пор считает вас активистом по сравнению, видимо, с собой, потому что себя он видит совершенно пассивным. То есть уже в ноль. У него совсем энергии нет, у вас хоть немножко побольше. И поэтому, да, вот ему эта активность ваша излишняя иногда не нравится, вот это вот, как будто у вас моторчик где-то, да, и вы все время шевелитесь, что-то делаете, все время предпринимаете, вот ему это непонятно. Вот. Ну, суета вот это, да, суета. Ну, и непостоянство, смена решений, смена настроения. То одно говорите, то другое, вот ему кажется вот так. И он, ну, считает при этом, да, что он восхищается вами, но вот его что-то немножко вот это вот смущает, что он боится вам полностью, видимо, доверять. Ну, вот такая вот у нас третья позиция. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч. Ой.